Для Тамары Илиевой, как и для других жителей второго микрорайона Малгобека, значимость строительства новой школы трудно переоценить. Другой поблизости нет. За знаниями детям приходится ездить в другие населенные пункты, говорит она. Усложняет ситуацию еще и то, что общественный транспорт ездит нерегулярно. Чтобы вовремя прийти на занятия, зачастую школьникам приходится вызывать такси. Моя внучка ходит в 3 классе в Малгобеке. Если новая школа откроется, мы очень хотим, чтобы девочка была рядом, чтобы каждый день не платить по 100 рублей. В нашем доме, кто живут, все хотят, чтобы эта школа открылась, и дети, чтобы занимались рядом с нами. Строительство школы начато еще в 2014 году. Сейчас основные работы практически завершены. Фасад здания полностью готов. На этом этапе рабочие заняты внутриотделочными работами. Внутри у нас сейчас идут работы по устройству покрытия пола, устройство подвесных потолков, монтаж слаботочки. Школа трехэтажная и рассчитана на более 700 мест. Учиться здесь будут только в первую смену. Сюда переведут детей из Оползневых Сон, Псидахи и Вознесеновской. И сельские школы уже давно не отвечают требованиям безопасного обучения детей. Здесь созданы все необходимые условия для полноценного учебного процесса. На втором этаже, кроме учебных кабинетов, также будет находиться большой актовый зал вместимостью около 100 человек. Но для того, чтобы пройти библиотеку и затеряться среди тысячи книг, нужно пройти на 3-й этаж. Как известно, путь знаниям тернист. Строительство школы уже на финишной прямой. Сейчас рабочие занимаются благоустройством прилегающей территории. Здесь и детская площадка, и зона отдыха, и большой стадион с беговой дорожкой. Остается только дождаться нового учебного года, когда и планируется открытие школы. Жарайдат Холухоева, Рамазан Меджоев, Новости 24.